Здравствуйте, в эфире Якутия-24, новости экономики. В студии Евгений Боженко. Дальний Восток вошел в тройку наиболее привлекательных для россиян федеральных округов страны с точки зрения потенциала социально-экономического развития. Об этом сообщила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова. По ее словам, за последние годы удалось решить задачу по формированию позитивного имиджа Дальнего Востока. Первую строчку в рейтинге занял Центральный округ, на втором месте Крым и Юг России. Исследования были проведены в марте, опрошено 1600 респондентов из 45 регионов России. К оптоволоконным линиям связи на сегодня в республике подключены 96 населенных пунктов, в которых проживает 69% населения региона. Об этом рассказал министр связи Якутии Александр Борисов. Также он рассказал, что мобильной связью 4G охвачено 60,4% населения республики, 3G – 76,6%. Во всех остальных населенных пунктах для доступа в интернет используется спутниковая сеть. Сейчас ведется работа по двум направлениям. Цитата. «Первое, через компании «Восток Телеком» и Japan Satellite, используя японский спутник, мы работаем на территории Якутии. Также начинаем сотрудничать с федеральным предприятием «Космическая связь» на смешанных диапазонах», заявил министр. Золотодобывающее предприятие «Нерингметаллик» входит в состав международной золотодобывающей компании «Нордголд», планирует в 2018 году направить на реализацию инвестиционной программы в Южной Якутии около 2 миллиардов рублей. Основная часть инвестиций будет направлена на поддержание и развитие производства. В 2017 году «Нерингметаллик» приступила к работе на новом золоторудном месторождении «Темное». Балансовые запасы полезных ископаемых, поставленные на государственный учет, составляют здесь 4 тонны золота. Общие запасы 10 тонн. Золотодобычу на Темном предполагают вести в течение 3 лет. Выручка «Нерингметаллик» в 2017 году достигла более 86 миллионов долларов, а добыча – 2 тонны 84 килограмма аффилированного золота. Федеральное агентство железнодорожного транспорта подтвердило намерение завершить строительство пускового комплекса Томмот Нижний Бестях уже в этом году, 28 декабря, что обеспечит начало пассажирских перевозок. Конкурсный отбор подрядчика должен завершиться 6 апреля. С новым подрядчиком в течение 10 дней будет подписан государственный контракт. В федеральном бюджете на 2018 год на строительство предусмотрены средства в объеме 1 миллиард 951 миллион рублей. Напомним, глава Якутии Егор Борисов на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года поставил вопрос о необходимости скорейшего завершения строительства пускового комплекса, после чего президент страны Владимир Путин поручил федеральному правительству завершить стройку в 2018 году. За 5 лет более чем в 4 раза увеличилась сумма поддержки некоммерческих обществ в республике из бюджета. В 2017 году на это был выделен 1 миллиард 147 миллионов 600 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Евгений Чекин на расширенном заседании Совета НКО при главе региона. Цитата. В том числе на поддержку социально ориентированных НКО было направлено 611 миллионов рублей. Это характеризует особое внимание к развитию гражданского общества со стороны руководства республики, отметил Евгений Чекин. По количеству НКО Якутия занимает 3-е место на Дальнем Востоке. Всего в республике зарегистрировано 2128 таких организаций. Причем за последние 5 лет их количество увеличилось почти в 1,5 раза. Дизельное топливо обходится водителям Якутии в 51 рубль 2 копейки за литр. Бензин АИ-92 – 49 рублей 55 копеек. АИ-95, соответственно, 50 рублей и 3 копейки. Такие данные опубликовал Росстат. По этим результатам Якутия входит в тройку регионов Дальнего Востока с самой высокой ценой на нефтепродукты. Еще дороже топливо стоит на Чукотке. 3-ю позицию по дороговизне нефтепродуктов в Дальневосточном федеральном округе занимает Магаданская область. В тройку регионов Дальнего Востока с самыми низкими ценами на нефтепродукты вошли Еврейская автономная область, Амурская область и Хабаровский край. Так, в Хабаровском крае стоимость дизельного топлива составляет 43 рубля 46 копеек за литр, АИ-92 – 39 рублей 70 копеек, АИ-95 – 41 рубль 53 копейки. О перспективах республиканской инвестиционной компании рассказал ее генеральный директор Петр Алексеев в эфире передачи «Актуальное интервью». Обязательства РИКа и РИК+, они обязательно будут исполнены. То есть все объекты будут отфинансированы, оформлены собственность, переданная республике. Что касается вопроса, вот то, что вы задали о поглощении, такого, это, наверное, не совсем правильный вопрос. Мы говорим о том, чтобы консолидировать активы РИКа и РИК+ в корпорации, как я сказал, для того, чтобы создать крупное предприятие. Поэтому перед корпорацией стоят очень большие задачи. Если, например, у РИКа и РИК+ в связи с тем, что мы передавали объекты безвозмездно республике и будем в дальнейшем передавать федеральную собственность, у нас уменьшались активы. Поэтому для работы с внешними инвесторами, с банками, да, крупными на территории России, всегда возникал вопрос к нашим активам, почему у нас уменьшаются активы, почему ведется планово, скажем, убыточная деятельность по передаче объектов.
то в случае корпорации мы должны сделать такую историю, чтобы корпорация стала крупным предприятием, серьезными активами и готовой работать на территории республики. Применение интернета вещей к 2025 году может принести экономике России до 2 триллионов 800 миллиардов рублей. При этом к 2020 году число умных устройств в мире вырастет до 50 миллиардов, увеличившись в 10 раз. Это прогнозируют аналитики международной компании PricewaterhouseCoopers. Такая динамика полностью изменит окружающую реальность как минимум в 6 сегментах мировой экономики. Это такие сегменты, как электроэнергетика, телемедицина, сельское хозяйство, транспортная логистика, умный город и промышленность. Федеральная служба судебных приставов России получила от налоговой службы порядка 420 тысяч уведомлений о списании более 750 миллионов рублей в рамках налоговой амнистии. И это только начало. Сколько всего может поступить уведомлений, пока неизвестно. Напомним, что в декабре прошлого года была принята налоговая амнистия, которая признает безнадежными и подлежащими списанию недоимки по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц и земельному налогу физлиц, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Пени по этим задолженностям также были аннулированы. Совокупное состояние 27 российских миллиардеров за январь-март 2018 года уменьшилось на 190 миллионов 900 тысяч долларов, следует из данных агентства Bloomberg. Самым богатым в России по-прежнему является основной акционер компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 19 миллиардов 300 миллионов долларов. Второе место у президента Норильского никеля Владимира Потанина – 19 миллиардов 100 миллионов. Третью позицию занимает глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал составляет 18 миллиардов 600 миллионов долларов. При этом у последних двух состояние с начала года выросло. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют свои доли. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.